еще раз доброе утро, дорогие радиослушатели Саха-радио и телезрители канала Саха-24, которые подключились вот буквально сейчас. Мы продолжаем наш понедельничный трехчасовой радио и телемарафон, который посвящен актуальнейшим вопросам нашей республики, столицы и в целом нашей деятельности каждодневной. И основная тема, которая сегодня должна у нас прозвучать, это проект закона о дальневосточном гектаре. Не далее, как минувшую субботу, 23 января, был я лично в селе Намцы в Ленском наследии, и где произошла встреча главы Республики Егора Афанасьевича Борисова с населением Намского улуса, который в первые дни 2016 года было решение о, скажем так, пилотстве их в проекте дальневосточного гектара. Как население Намского улуса отнеслось к этому? Конечно, есть там свои опасения, свои высказывания и так далее. Все они прозвучали, надеюсь, на встрече с населением. И об этом мы сегодня поговорим с двумя товарищами. Начальником КУМИ Намского улуса, который будет, скажем так, на линии основного огня в реализации проекта дальневосточного гектара Владимиром Соловьевым, и членом Общественной палаты республики, жителем Намского улуса Станиславом Тоскиным. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. И все мы, конечно, были свидетелями того, как глава общался с населением. Я сразу скажу, что эксцессов не было, как могут сказать некоторые товарищи, которые, в частности, то, что неделя раньше, в мае, произошло, да, встреча с населением Намского улуса происходила в спокойной, деловой, можно сказать, обстановке, которая, изредка даже какими-то шутками проживалась, да. Хотя шутить в условиях, когда твои земли берут и раздают, в первую очередь, конечно же, при этом нужно учитывать интересы граждан нашей республики, жителей Намского улуса, которые, я еще раз повторюсь, выбраны носителями пилотного направления в реализации дальневосточного гектара. И руководство Намского улуса, которое глава охарактеризовал как самое продвинутое, поэтому, дескать, выбрали вас в качестве пилота, и население Намского улуса, об этом мы сегодня поговорим. Давайте начнем с... как у нас полагается, все-таки у нас госсми, органы госвласти какой-то, преференцией пользуются, да, Владимир Ильич, пожалуйста. Как вообще, явилось ли вас ударом по голове о том, что вы пилотные? Или муниципалитеты все-таки заранее начали готовить? Еще раз добрый день. Надо начинать с того, что проект муссируется с прошлого года, с января прошлого года, уже год как муссируется. Мы, как администрация Намского улуса, готовимся к этому уже с лета прошлого года. У нас создан и оперативный штаб, и рабочая группа, которая занимается именно подготовкой к данному законопроекту. Да? То, что явилось улус пилотным проектом, районным пилотного проекта по республике, да, это для нас, естественно, было неожиданно. Во-первых, мы узнали об этом 11 января. Лично нас пригласили на заседание первого заместителя председателя правительства Алексеева, где озвучили, что Намский улус выбран пилотным районом в республике по данному законопроекту. Изначально, было как-то насторожились, а потом, когда изучили, поняли, что означает, что это пилотный проект на самом деле, то мы пришли к мнению, что на самом деле включение, Намский район, улус нас, войдя в пилотный проект, если закон конкретно будет принят в таком понятии, как мы сейчас его трактуем, правительство как его трактует, да, то мы получаем какое-то преимущество перед другими районами в получении того, что этот проект во время работы закона в первом этапе, в проектном этапе, да, то в нем должны участвовать только жители того района, в котором выбран именно этот пилотный проект. То есть пока в законе трактуется это от 1 до 3 месяцев, значит, за это время
Соответственно, данным законопроектом будут пользоваться только жители Намского района. То есть у нас есть возможность. Из числа жителей Республики Саха-Якутия, который, как высказался глава, является единственным субъектом Дальневосточного федерального округа, который участвует в процессе прямой модернизации проекта закона. Ну, в принципе, да. Получается, вот весь процесс модернизации закона о дальневосточном гектаре будет зависеть от жителей Намского улуса. Конкретно в нашей республике, да. Конкретно в нашей республике, да. Но поскольку республика как субъект федерации является фактически единственным субъектом, который, вот как было сказано, да, со слов главы, то получается ответственность на вас не только за всю Якутию, да, но и за весь Дальний Восток. Ну, эта ответственность на нас возложена. Мы сейчас как раз прорабатываем и разрабатываем те механизмы для того, чтобы подготовиться и заранее к реализации данного законопроекта. Плюс преимущество того, что мы включены, значит, все механизмы республиканские, там, министерства, ведомства и так далее, в первую очередь консолидированы именно в нашем районе, показать, да, и готовность, в том числе и республики, к этому законопроекту, да. Ну, мы являемся субъектом России, мы являемся и жителями России, мы никак не можем отстраниться от тех начинаний и так далее. Конечно, данный закон, он чем-то ущемляет. Мы понимаем, да, всю встревоженность народа насчет земли, раздачи земли и так далее. Это не первый случай раздачи земли в таких, даже, можно сказать, революционных начинаний. Да. Были и другие времена, когда раздавали земли. Да. Но со временем земля все равно находит человек находит землю свою. Да. Мы понимаем, что со временем все это дело утрясется, ну, кто придет получать эту землю, через 5 лет он уже поймет, как он будет действовать. Если нет смысла такого, что у нас какие-то там бизнес какой-то открывать и так далее, ну, просто человек уедет, да, есть такое понимание. Если человек найдет, да, что именно земля ему дает наша, то он будет развивать эту землю. Тут надо смотреть... Нет, со всех сторон, наверное. Да. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон на прямом эфире 320066, 321166. И вы можете задавать вопросы касаемо отношения жителей Намского улуса конкретно к носителям прямой информации. Я напоминаю, что у нас в гостях начальник КУМИ Намского улуса Владимир Соловьев и член Общественной палаты республики Станислав Тоскин. И, Станислав Иванович, у меня вопрос. Все-таки там на встрече с населением были разные мнения, да, то есть были мнения больше со стороны, может быть, людей помоложе, которые говорили, да, мы, в принципе, согласны, но мы хотим взамен, допустим, земли в Амурской области, да, были такие мнения, согласитесь, но, скажем так, часть тех людей, которые были на встрече с населением, при высказывании своего мнения, проявляли больше настороженности. И чувствовали, может быть, какое-то ущемление своих прав. Возьмут и раздадут, скажем так, наши сельхозугодия и так далее, и так далее. В этом отношении какие механизмы есть не то чтобы у институтов прямой демократии, у граждан, у населения, как населения государства для отстаивания своего, может быть, мнения, которое, может быть, различным совершенно? Спасибо за вопрос, но... Самое неблагодарное дело, я считаю, обсуждать в прямом эфире высказывания граждан. Поэтому я постараюсь довести на суд моих слушателей о том, свое мнение по данному вопросу. Во-первых, лично считаю, что эта идея фактически принимается без изучения тех последствий, которые они могут принести всем жителям Дальнего Востока, не только Республики Саха-Якутия. И самое главное, они могут принести и какие-то последствия тем гражданам, которые захотят воспользоваться возможностями, предоставленными данным законом. Теперь... Например, было высказано на встрече, да и по жизни, подтвердит наш руководитель КУМИ,
что фактически эта идея была уже испробована на территории Республики Саха-Якутия, в частности, на территории Намского улуса, когда земли были бывших совхозов при их ликвидации розданы членам этих совхозов. То есть фактически примерно в тех же размерах, ну, может быть, чуть больше, где-то 1,5 гектара, да? Так что мы вот за 10 лет этого процесса, то есть фактической реализации этой идеи на примере Намского района, можем однозначно сказать, что того ожидаемого экономического эффекта от раздачи земель в собственность граждан в таких малых размерах не имеет абсолютно никакого. Последующим сложившимся обстоятельствам. То есть нужны экономические выкладки, да? Вот этих выкладок нету. Не было при инициации вот этого вот раздачи земли, не было сказано народу, какие экономические выгоды могут принести эти кусочки земли. 1 гектар отдельному гражданину. Вот получит он, а что он получит? Они сами должны это, видимо, считать. Ну, а я говорю из опыта того, что произошло у нас, в Намсах. Сейчас остро встает вопрос о нехватке земельных угодий для развития наиболее крупных сельскохозяйственных предприятий. Это было высказано на встрече с главой. И там прямо сказали, что те граждане, которые получили вот маленькими кусочками землю, не работают на ней, поскольку это экономически невыгодно. И из-за нескольких тонн травы, которую можно получить с 1 гектара, с ним возиться. Но и не возвращает, потому что это получено на халяву. А во-вторых, есть перспектива о том, что земли будут дорожать. Вот из-за этого люди согласны платить налоги и закреплять за собой эти земли, делая вид, что их они используют по назначению. Оказывается, это мешает реализации государственной аграрной политики, направленной на освоение и наиболее эффективное использование продуктивности сельскохозяйственных территорий, земель. А ведь это основа любого государства. И была продуктивность этих сенокосных угодий основой для того, чтобы развивалась деятельность многонациональной народной республики Саха-Якутия, которые вот до самого последнего времени, значит, да, до 17 года, до развития промышленности занимались чисто сельскохозяйственным производством. Разведением крупного рогатого скота, коневодством, оленеводством, охотой и рыболовством. И это вообще-то сельское хозяйство всегда являлось и будет впредь являться одним из основных источников жизнедеятельности любого народа на земном шаре. Станислав Иванович, на встрече прозвучало несколько раз слово «референдум». Что референдум может дать в плане развития, может быть, в какой-то мере в прогрессивном развитии данного направления? Так. Все-таки, если прибегнуть, опять же, к истории, да, латифундизм, там, освоение Дикого Запада и так далее, все-таки это больше развитие принесло в глубокой какой-то перспективе, лет через 200-100 минимум, да? Все-таки процесс, наверное, может быть для осознания человека, вот я человек, я землевладелец, да, наверное, все-таки прогрессивен. Дело не в том, что прогрессивность человека выражается в обладании им какой-то именно формой имущества, так? Пусть даже это земля. Я думаю, прогрессивным показателем развития человека как осознание себя личностью кроется в том, что он должен действительно осознать свою роль в жизни государства. Наше государство признано статьей 1 Конституции как демократическое федеративное государство. То есть основная роль отведена о том, что наше государство должно развиваться в целях и интересах каждого гражданина, признания его прав и свобод. А вот со стороны гражданина, как я понимаю,
и как в Конституции закреплено, предоставлена возможность проявлять свои инициативы, свои мнения по тому или иному государственного значения вопросу, в данном случае по проекту, путем выражения или участия в референдуме своего мнения. Участие и выражение в референдуме. И проведение референдума, вообще-то, наверное, в данном случае об участии Республики Саха-Якутия в этом проекте, так? Почему? Потому что этот проект предусматривает вообще-то закон действия только на территории субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Значит, он ограничен по месту, по территории. Но раз так, значит, мы имеем право, в соответствии с Конституцией, земля находится в совместном ведении, получить выражение мнения народа, населяющего эти субъекты, путем организации референдума по этому вопросу. Это будет, я думаю, наиболее законно, юридически грамотно, чем выходить с протестами на пикеты или иными способами пытаться обратить внимание органов государственной власти, курирующих или проводящих эту политику, для того, чтобы они учитывали мнение народа. Ну, власть в любом случае должна учитывать мнение народа, да? В той или иной мере. Да, прямой даже сказать. Да, это обязанность, так, органов государственной власти. Для этого и развивается гражданское общество путем создания и содействия становлению некоммерческих организаций, так, в том числе общественных палат и масса других. То есть наше государство предоставляет широчайшие возможности. Но вот эти возможности можно реализовать разными вопросами. И в первую очередь, одним из способов выражения своего мнения к данному законопроекту можно было бы реализовать через организацию участия в референдуме. Прямой вопрос. Вы успеете? Времени-то остается очень... Почему? Тут все зависит от собранности самих граждан. Так? Действительно ли? Вот наши граждане, они отдельные там активисты или отдельные люди, заинтересованные в зарабатывании, допустим, каких-то политических там дивидендов, своих интересов, да, политических дивидендов, готовы выразить свое мнение по данному вопросу. Это было бы очень правильно, законно, и я думаю, оно помогло бы принять закон с учетом этого мнения в интересах защиты не только земельных отношений, но и здоровья тех граждан, которые, поверив этому закону, получат, допустим, земельный участок в отдаленных участках Республики Саха-Якутия. А ведь мы с вами прекрасно знаем, в наших условиях, особенно зимой, при полном отсутствии или вблизи человеческих жилья, не то что вести деятельность, просто выжить невозможно. Это же страшное. Фильм «Выживший», часть 2, в интерпретации Станислава Тоскина, члена Общественной палаты. Конечно, я абсолютно согласен со множеством из ваших постулатов, которые вы выразили. Да? Вернемся к той встрече, которая проходила в субботу. На встрече одним из ключевых вопросов было приведение в порядок кадастровых документов. Да? Потому что, говорилось, докладывалось о фактах, когда, нажимая, скажем так, на этой электронной карте, да, подготовленной для механизма реализации дальневосточного гектара, люди тыкали на свой участок, получали его где-то в Кобяйском улусе. Да? Было такое. Какие движения? Я пытаюсь выйти на руководство Росреестра, да, сегодня, буквально, до нашей передачи большой, которая, я, кстати, анонсирую, пользуясь моментом, 19:30 в программе «Не пропустите главное» отношение намчан к дальневосточному гектару в прямом эфире с руководством ведомств нашей республики и, конечно же, с администрацией и общественностью Улуса мы сегодня проводим большую передачу. Что можно сделать? Тут... И бардак какого размера там? Надо подходить так. Мы сценарий берем
наихудший, скажем так. Как административные служащие, как люди, которые занимаются именно этим вопросом, мы всегда стараемся брать сценарий наихудший. То есть закон принимается. Я согласен, в каких-то то, что народ там обеспокоен и так далее, да. Лучше бы, конечно, этого закона у нас не было, если жили бы как спокойно, как жили, без никаких этих, да. Но что нам преимущество дает, какие плюсы у этого закона, скажем так, мы должны это тоже понимать и учесть, да. Во-первых, на сегодняшний день очень много людей, которые владеют в каком-то мере землями, которые раньше получили, как Станислав Иванович говорит, да, и которые и так далее, вот, должны задокументировать. За это тоже доход государства и так далее, и так далее. Все это дело должно учитываться. Правильно? Это во-первых. Во-вторых... Телефонный звонок давайте примем. А вот насчет документации мы остановились. Здравствуйте, мы слушаем вас. Да. Я вот по поводу сенокосугодий, да, вот подсобное хозяйство в Якутии, да, вот я получил землю под сенокос. И всех спрашивают, да, там в Росреестре, в кадастре. Никто не знает одному человеку, сколько положено частную собственность получить на подсобное хозяйство. Ну, это немножко другой вопрос. Мы сегодня разговариваем о проекте закона о дальневосточном гектаре, но мы обязательно до вечернего эфира следите за нашей программой. К вечеру мы попытаемся выяснить вот насчет того, что есть статус-кво, да, и что будет. Обязательно мы ответим на ваши вопросы. Смотрите вечером, Саха-24, не пропустите главное. И мы продолжаем. Первое, документация. Второе, значит, те люди, которые получили ранее, то есть раньше земли, да, вот ранее учтенные так называемые земли есть, и да, подачная амнистия есть два таких момента, да, их земли не зарегистрированы на государственной кадастровой карте в палате, вот, не прошли регистрацию. Просто в то время не было понятия кадастра. Теперь вот эти земли должны, ну, все у нас со временем как бы упорядочивается, да, так далее, мы пользуясь, скажем так, этим моментом, этим законодательством, должны привести все это дело в порядок. И сейчас говорится, что к 2018 году по России должен существовать только один такой сервер, или, скажем так, да, где каждый человек, заходя, должен смотреть свои земли, где он живет, дом и так далее. Тому прочее. То есть такой порядок должен введен, да. Вот. И мы должны вот за это короткое время дать людям возможность все это сделать. Что мы предприняли, скажем так, в Намском районе, да? Мы предприняли такое вот дело, вот, кадастровых инженеров взяли, во-первых, в КУМИ 2 кадастровых инженеров, которые ежегодно в течение года, не только вот до вступления этого закона, да, будут заниматься именно с населением по данному вопросу. По документации. Будем ездить по всем населениям, график создаем и так далее и тому прочее. Мне кажется, рук не хватит. Нет, должно хватить. Мы все это рассчитали, в принципе, должно хватить. И работают другие кадастры. Я просто хочу остановиться на одном аспекте, что мы, как муниципалитет, за народ, за население, мы делаем стоимость намного ниже, чем обычные, то есть ИП и так далее, да, которые занимаются именно зарабатыванием своего хлеба на этом поприще. Да. То есть у нас есть скидка на малоимущее население и так далее, и тому прочее. То есть все эти механизмы мы проработали, сейчас осталось только его задействовать. Типов кредитов оформлять и так далее. Потому что на встрече же остро встал вопрос о, скажем, субсидировании тех затрат населения, которые они должны будут потратить на приведение в порядок документации. Да? Некоторые слои населения не понимают. Вот у нас в свое время сделаны были, там документы есть, свидетельства и так далее. Почему мы повторно, там, платя деньги, должны всем этим делом заниматься? Но этим делом надо заниматься. Другой вопрос. Второй вопрос, когда сколько денег за это надо платить? 5 тысяч или там 2500, есть разница, да? Пользуясь, хочу сказать, что несмотря на все это, все равно закон, если вступит, то мы должны с наименьшими потерями. Да, с наименьшими потерями подойти, и как бы вхождение в проект пилотного проекта, да,
Намского района дает нам какое-то преимущество заранее людей подготовить. Вы это осознаете, вот эти преимущества? Да. Хорошо. Вот на этом мы первую часть нашего большого понедельничного разговора, посвященного дальневосточному гектару и отношению жителей конкретно Намского улуса к этому вопросу. Напомню, что Намский улус выбран пилотным муниципалитетом для реализации проекта данного закона. Смотрите вечером программу «Не пропустите главную» 19:30 на Саха-24 и НВК «Саха». С нами сегодня были Станислав Тоскин, член общественной палаты, и начальник КУМИ Намского улуса Владимир Соловьев. До встречи.